Таяната. Смотрите, вот в 17 веке, когда русские землепроходцы пришли сюда, на территорию Якутии, они же стали людей вот подразделять. К богатым они относились как к второстепенным членам. Ну, сначала я скажу так, они вообще переносили то, к чему привыкли там, в Центральной России. Иерархическое деление людей. И тогда они людей делили так, ну, богатый человек и дворянин. Породистый, просто богатый человек, не породистый. И вот это они переносили и характеристику того населения, с которым они встретились. Да, вот эта выскочка, пронырливый человек, он где-то как-то разбогател, а этот, он из родовитых людей. И они именно так и обозначали вот этих людей. И они с большим уважением, например, относились к людям, которых якуты называли тайонами. Они вели с ними на равных все переговоры. И торговые, и военные, и прочее. Все взаимоотношения они строили на взаимоуважении. А богатый это просто. Сегодня он богатый, завтра нищий. Вот так относились они к ним. Без особого уважения. И я-то вот про Таянат хочу сказать в таком плане, что нам надо на это обратить особое внимание, и его как-то, наверное, надо рассматривать в результате изучения, рассмотрения, обсуждения и прочего, рассматривать как институт управления, как административный институт. Мы его вот в каком-то иногда даже в карикатурном смысле там Тайон и Таянат говорим, а на самом деле это же было управление. Управляли. Если мы хотим дальше продвигаться и изучать, говорить о государстве якутов, потестарном предгосударственном периоде, то мы поэтапно продвигаясь по потестарному периоду должны обязательно где-то выпятить и где-то акцентировать, особенно акцентироваться вот на Таянате. Официально Таянат такой, как орган, он не существовал. Мы нигде не можем сказать о том, что вот они собирались, принимали какие-то общие решения, а потом вот это решение притворяли, реализовывали в жизни. Но между ними связь все равно существовала. Они обменивались, вот то, что я до того говорил, они обменивались мнениями. То Капсанба, а потом по 2-3 дня говорили и все-таки какое-то мнение общее вырабатывали. Да, протоколы тогда не велись, да, секретарей тогда не было, писарей не было, письменных следов от этого не осталось, но то, что они были важным каким-то инструментом и важным управляющим ядром, вот это в сознании людей сохранилось. И потом, когда, вот как раз, предположим, период царизма закончился и начался период послереволюционный, то ведь вот эти понятия перенесли на тех людей, которые работали и были руководителями райсовета, райкома партии и так далее. Кем их называли? Тайонами. И как относились к их решениям, к их этим, что вот тайоны приняли решение. То есть действия вот этих новых административных органов, они ложились уже на подготовленную почву, подготовленную веками почву. Поэтому мне представляется, что обязательно вот список важнейших направлений истории Якутии, Андрей Афанасьевич, надо этот пункт включить и начать его изучать, конечно, изучать с новых подходов, не просто как господствующий класс. Это я согласен с тем, что вы сказали насчет идеологической нагрузки, а изучать вот его как
административно-социальный институт. Ну и еще просто хотел сказать, информировать, что вот недавно, 30 марта, состоялось общее собрание сибирского отделения РАН. Ну, это один раз в год собираются все члены РАН, которые живут и работают в сибирском, на территории вот Сибири, имеют отношение к сибирскому отделению. Например, вот наш институт, Институт гуманитарных исследований, он относится к сибирскому отделению Российской академии наук. И вот на этом общем собрании председатель сибирского отделения академик Пармон в числе важнейших результатов достижений 2021 года назвал трехтомное издание истории Якутии. Рекомендацию